Все, собираюсь. Спасибо, избушка. Пообедал. Даже полежал немножко. Надо ехать. Все хорошо. До новых встреч. Надеюсь, еще походы будут в эту избушку. Кругом тучи, ребят. Вон, смотрите, дождевая туча. Дождевая. Сейчас я заправлялся, и эта туча вон туда поднималась. Думаю, сейчас дождь будет. Вроде прошло стороной. Вот. Но этот вообще капец. Может, даже и догонит нас. Ладно, надо ехать. Короче, планы у меня какие. Если дождь не помешает, сейчас я поеду по дороге, потом налево сверну, там по лугам. Где-то должна быть летняя дорога. Для сенокосов раньше на сенокос ездили. Но тоже риск туда поехать. Риск в чем? Во-первых, дорога там никто не ездит. Заросшая дорога. Во-вторых, может быть даже очень много лесоповала, там ветровалы. У меня бензопилы нету. Топора нет, только небольшая пилка и все. Вот. Короче, посмотрим. Может, буду возвращаться обратно по своей, где мы поднимались. Погода, наверное, все планы у меня все равно там поменяет. Ну, как будет, буду снимать. Ладно, избушка, давай, пока. И та избушка тоже хорошая. Все добротно здесь. Было приятно побыть здесь. Все класс. Надо ехать. Тучи капец. Может даже гром будет. Дорога, вот. Медведь ходил. Следы медведя. Вот травой не видно, что там. Какая дорога. Может, яма? Ну, а здесь это местечко заканчивается. Капец погода. Медведи тоже тут есть. Вот по лугу тут ходил. Ну, вот тут избушка. Андулином крытая крыша
Я здесь один раз ночевал даже. Там у второй семьи, другая семья тут. Тоже как бы избы неухоженные, уже заброшенные даже немножко. Вот здесь большая изба, этот чуть меньше. А этот хозяин тут бывает. Пчелам завокырка. Как всегда дрова. Немножко чисто тут. Опа. Ух ты, ребят. Ой-ой-ой, беда. Вон, смотрите, плесень. Ё-моё. Избушки хана, это 100%. Это не остановить, этот процесс не остановить, ребята. Я через это прошел. Вот, смотрите, сколько плесени тут. Вот, а избушка чистая, в принципе, все уютно, чисто. Я здесь один раз ночевал. Кирпичная печка тут. Но этот плесень сожрет избушку. Я дверь открытым оставлю. Честно. Мне жалко избу. Изба непродуваемая, вот и такая картина. Избушку открытым оставлю нафиг. Ой, антикомарин мой, чуть не потерял. Так, а здесь закрою. Блять, что он не закрывает? Чем-то надо этот. Вот и должен начинаться упор какой-то сделать. Что-то не закрывается избушка. Никакого бревна нету. Что-то упор какой-то нужен. Вот, блин. Засада, погода, блин. Ай. Здесь крыша отвалилась. Здесь баня, смотрите. Все не то. Хотел упор сделать, но не получается. А дом открытым оставлю. Как ни крути, там плесень. Это не очень приятно. Капец. Как быть? Переждать, что ли, здесь посидеть? Этот начнется сейчас поливать. Вот дорога сюда идет. Не знаю, стоит ли туда лезть. Хочется, конечно. Ну, давайте съездим все-таки до первого тупика. Как будет невозможно ехать, я развернусь и обратно поедем. Здесь напрямик где-то тропинка должна быть. Пешком, конечно, я найду тропинку. Вот тут. Пешая тропа. Не на технике ездить, конечно, там. Вот и дождь пошел, все. Не промокло. Закрою. Да, переждать придется. Избушки. Такие походы лучше, наверное, организовать весной. Пока травы нету. А сейчас по пояс трава. Ничего не видно. Листва. Вон, избушки, блядь, в траве. Так что, или по осени лучше. Когда уже листва выпадет. По рябчику охота. Интересно. Ездить по новым местам. А летом, ну нафиг, больше не буду далеко ездить. Очень много комаров, во-первых. И все заросло. Ничего не видно. Вообще ничего не видно. О, пожалуйста. А когда листвы нету, там уже можно увидеть речку. Или за рекой там. Вот тут река течет. Здесь курья небольшая. Сейчас сыро, конечно, сейчас будет. Вот не погода, не задача, блин. А здесь я, знаете, как я ночевал? Я вообще один раз ходил на охоту, самая большая охота, пеший поход был, 44 километра, вот я тогда и прошел. В этой избушке я ночевал. В общем, вот в тайгу пошел где-то 20 с лишним километров. И, короче, я не нашел избушку, чтобы переночевать там в незнакомом месте. Избушка там таежная, очень глубокая, промысловая изба. Капканами там охотились. И
Сейчас я помажусь, вообще достали уже. О! Без антикомарина капец. В общем, короче, я пошел, избушку я не нашел. Ну, мне вот сказали, там изба, вот туда пойдешь, найдешь там. Короче, я пришел на то место, искал. Оказывается, избушка еще 500 метров в стороне оказалась. Это зимой потом мы с другим охотником туда на Буране съездили, он показал, переночевали, там маленькая изба оказалась тоже. А в том походе я пришел, избушку не нашел, потом думаю, бля, под елкой ночевать я не буду. Запас времени еще, очень было запас времени было, думаю, сколько смогу, буду идти. И, в общем, шел и дошел до дороги, вот по которой я сегодня поднимался с избы. И, но до сюда, от моей избы, получается 12 километров как-то. 12. И думаю, как сказать, в избушку еще идти по дороге или сюда. До сюда, она примерно 2,5 километра. Думаю, лучше я в эту избу. Я знаю, что эта изба есть здесь. И да, приду сюда и здесь переночую. Я, в общем, дошел сюда. Дров столько примерно тоже было. Я расколол эти дрова. Такие, немножко тепло стало в избушке. Я лег и все, спать. А утром проснулся, у меня все мышцы болят. Но молодой был еще, как бы... Прошел 44 километра, устал, правда, но утром тяжело было вставать. Сейчас на 44, думаю, даже и, не знаю, 25 я еще пройду, но 44 это много. Это как бы дофига. Это не то, что, вот, скажем, по дороге идти, а по тайге шел. Тайга, болота. Всяко разные птицы, блядь, такой звук издают. Как будто щелкает кто-то там. Ой, мерещатся уже эти медведи даже. Вот, ну вряд ли, наверное, я здесь смогу, конечно, проехать. Попытка не пытка. Там болота тоже, блядь. Давайте хоть с километр съездим. Вроде успокаивается погода. Не так. А, вон там туча. Да. Сейчас спиннинг возьму, там покидаю еще спиннинг. Уже спиннинг собрал. И смотрите, что творит. Начал идти вон туда, до кустов дошел и слышу, как в лесу все зашумело. Шорох такой. Я сразу понял, что это дождь начался. Быстро пришел, ну успел. Вот так. Не насытился еще этот дождь. Уже, блядь, весь июнь. Уже июль. Непрерывно. Дожди. Опять вот так началось. И не знаю, когда это закончится. Вспомнил, ребят, знаете что? Я тут не только один раз ночевал, я здесь 2 раза ночевал. Потому что первая ночевка, это я рассказал, как я ночевал в этом, как сказать, во время охоты. И во второй раз еще мы сюда приезжали на пожар, тушить пожар. Я работал в лесу у предпринимателя, и что касаемо тайги, леса, мы всегда как бы наготове там. Летом, сухое лето, когда гром, молния, обычно пожары начинаются. И вот сюда мы с ночевкой приезжали на пожар на 3 дня. На вездеходе мы приезжали. Именно вездеход настоящий, на гусеничный. Вот. Очень жаркое лето было. Очень жаркие дни были. Здесь нас много было человек.
ночевали. Было тесно здесь ночевать. Вот тут на нарах ночевали. И здесь нары, вот, пожалуйста. И смотрите, что творит погода, ребят. Капец. Это, я считаю, будет облом. Я, наверное, развернусь и по той дороге обратно поеду. Здесь по пояс сена. Дорога здесь мучительно сложная будет для меня. Ну что-то, что я-то замучаюсь, но и технику жалко. Потому что он на обкатке и насиловать как-то. Не знаю. Сейчас пока ждем. Вот. Потом на пожар ходили, тушили. И обратно тоже вездеход к нам не приехал. Что-то нестыковочка у нас была. И мы пошли по этой же дороге, по летней дороге, пешком. Вот, почти дошли мы до первой избы. Ну, до развилки, до самой развилки. А вездеход, оказывается, чуть позже, он все-таки сюда приехал. И нас уже не было, он развернулся и обратно поехал. И мы попали вот на этой развилке. Мы на развилку, на основную трассу вышли, и вездеход появился, он уже спускался обратно. Вот, короче, прям вот идеально попали мы. И полпути мы поехали на вездеходе. Чуть даже я ногу не сломал тогда. Очень ситуация такая. Я на вездеходе наверху сидел, и у меня вот ноги так как бы торчат, ну, как бы в стороне там немножко выпирает. И из-под гусениц такое бревно поднялось вот на край бревна гусеницей. Ну, вездеход проехал гусеницей, и это край бревно так поднялось, такое вот не толстое. Как ударило этот, хорошо, что по ногам не попало, я бы, наверное, в лепешке там у меня получились бы. Короче, повезло. Вот так. Ну, в этом году с пожаром проблемы нету. В тайге как бы каждый день дожди, тайга сырая, все хорошо. Перебор даже хорошо. Вроде пока перестал дождь идти. Здесь тоже травы много. Ну, для рыбалки, конечно, болотные сапоги нужны. В этих сапогах не побродишь. Ну, покидаю. Может, кто-то и будет. Щука. Блин, камера была выключена. Не такая крупная, конечно, но подходила хорошо. Может, вон еще вроде как потыш. Может, на вертушку подойдет, блин. Такой хороший кадр. Но не все не поснимаешь, конечно. Еще проверю этот участок. И на другом берегу хорошее место. Пока без поклевок. Опять туча, ребят, сейчас польет. Я уже вертушкой проверяю. Ну, буду обратно спускаться. Дальше не пойду.
О, есть. Вон он. Щучка. Есть контакт. Ух ты. Ох-ох-ох. Вон он, щука, ребят. Ух ты, на тройничок так захватил. Как цеплять потом тебе, парень. Я его буду отпускать. Вон он. Отличный трофей такой. Но зато в кадр попал. Удачный. И отпущу. Все, отпускаем. Давай, иди. Иди, парень. О, хорошо пошла. Сперва на колебалку он подходил, а потом все-таки не удержался на колебалку. Ой, на вертушку. На ошибках учатся, ребят. Всю жизнь учишься. Вот, смотрите. Спрятался под ивником. Хоть немножко спасает. Но и все равно. Дурак я, честно. Не взял плащ. Бродни не взял. Думал, но не сделал. На плащ смотрел тоже. Надо, не надо. Положил бы в рюкзак. Да и надо все лето, чтобы в рюкзаке он был. Такую непогоду. Солнечную, и через час может еще измениться погода. Вот нашли бы. Вот теперь сиди тут. Прибежал в избушку. Дождь идет. В общем, не люблю сдаваться, но приходится иногда. Дурная голова, в общем. Не подготовился. Везде капает, вон. Смотрите. Крыша-то. Избушку андулином закрыли, а здесь предбанник. Как крыша, то все капает. Здесь нуждается в ремонте эта избушка. Нижние венцы надо поменять. Крышу подлатать. Печка хорошая. Как подумаю с этим ремонтом. Возни. Венцы менять, конечно, не из приятных. Ну, надо переждать погоду и поеду в общем. Все. Поеду я где приехал. Там же и буду ехать. Потому что сюда не полезу. Не вариант. В такой дождь. Незнакомую дорогу там. Дорога непонятная. Никто не ездил. Одно мучение там в общем будет. Еще один пример, ребят, избы вот с такими кирпичными печами и в такую погоду. Я вот весь сырой сейчас. На моей первой избе или на второй избе буквально за 10 минут я могу уже на нарах лежать в одних трусах. Моментально от буржуйки идет тепло, жар. А кирпичная печка, вот, пожалуйста, она холоднющая, во-первых, затопишь и час, второй, потом уже начинает греть вот эту избушку. Он моментально жар не дает. Постоянно нуждается в ремонте. Вот, смотрите, трещины кругом. Вот, пожалуйста. Трещины. Везде что-то случается. Отваливается кирпич. Постоянно снутри там где-то еще забьется дымоход. Ну, короче, минусов в этом кирпичной печи море. И самое основное для охотника, для рыбака, это быстрое тепло надо. В кирпичной печи этого нету. Кирпичная печь это хорошо, когда ты неделями, месяцами живешь. Ну, базара нет. Там затопил, нагрелась кирпич, он хорошо жар держит. Но вот такой вот быстрый
быстрое тепло он сейчас не даст мне. Вот такие дела. Так что плюсы и минусы в этой печи есть, в кирпичной. Я сижу пока. Скоро уже перестанет вроде. Есть вариант, конечно, сделать плащ из тенда, но пока не хочу. Тенд, обрезать там можно плащ сделать, такую накидку. Если ливневый дождь будет, придется сделать. Я уже до майки уже промок, в принципе. Но холодно просто ехать будет. Вот я смотрю на тот дом большой, с большими окнами, который жилой дом был. И помнится, знаете, это очень-очень много лет прошло уже. Считай, мне сейчас 49. Может, где-то лет 15 мне было, или еще меньше. Мы с дедом на охотничью избу ездили, дальнюю избу. И здесь, вроде как по реке, когда поднимались, там несколько домов даже видно было. А сейчас уже вот одна, это доживает, это я вам сейчас снимаю, и пройдет еще десяток лет, и эти стены там разрушатся, и ничего уже не останется. Вот эти охотничьи избы, что здесь были, тоже кипела жизнь. Сейчас как бы и хозяев практически не осталось. Умерли. У кого-то другой интерес стал. Кто-то еще где-то. Я думаю, эти избы тоже сгниют. Так и не отремонтируют это все. Потому что крыши, я смотрю, уже тоже... наконец-то дождь перестает. Дождался. Крыши уже как бы тоже нуждаются в ремонте. Но хорошо, что крутая крыша. Вот. Там старая изба была, вот это новый построили, видать. Все, давайте, ребят, все, давай, изба. Сейчас уже не буду мешкать. Я поеду туда, в такую чащу я не полезу. Сейчас вот просто по пояс там сыро, грязно, не знаю, где дорога нормальная или нет. Давайте, ребят, не будем рисковать сегодня. Приедем в другой раз. Еще будут походы. Для этого я купил трицикл, чтобы ездить в дальние походы. Интересно же. Да, езда интересна сам по себе. Только бензопилу надо взять. Где вот я возле ручья буду ехать, там надо несколько бревен спилить. Именно для трицикла. А то, чтобы звездочку не погнуть или еще. Лучше с собой пилу взять. Маленькую какую-нибудь. Вон там опять туча идет. Все, едем. Нафиг, сейчас я все это закрою по-человечески и поедем. Вы даже не представляете, как мне хочется покорить эту дорогу еще осенью. На охоте, может, приеду. Так хочется. Ай-яй-яй. Нехорошо я закрыл это. Так, ладно. Будем разбираться. Нет, нормально. Нет, другой раз, ребят. Не буду рисковать. Туча идет снова. Металлический звук услышал или что-то попало. Обсерело капец. Сиденье. Погнали, пока. Туча там вообще страшно идет.